Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас, мои дорогие зрители, гости, подписчики. Всех вас хочу сердечно поблагодарить за ваше тепло, за ваши добрые комментарии, за ваши лайки, за ваши донаты. Земной вам поклон. Мои милые, давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Что будет дальше? Что ждет вас на жизненном пути? Если тема интересна, присоединяйтесь, посмотрите на песочек и загадайте на себя. Так и спросите, что же будет дальше? Что ждет меня на жизненном пути? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Пусть высшие силы водят моими руками, пусть откроют нам то, что сейчас скрыто, и то, о чем мы так сильно желаем узнать. Так, хорошо. Во-первых, у меня здесь кто-то выйдет на новый уровень развития, новый уровень личностного роста, новый уровень бизнеса, работы. Да? Здесь у человека идет новый цикл. То есть человек добился, заслужил и повышает свою квалификацию, повышает свой уровень, вперед идет, возвышается. В любом случае, прекрасное время получить заслуженные результаты. Здесь два человечка сойдутся. Человечки, возможно, расходились, возможно, были какие-то помехи. Особенно отыграется у тех, у кого разлучница встала на пути к семейному счастью. Здесь мужчина сделает правильный выбор. Здесь мужчина раскается в том, что повел себя плохо, что искусился на пустое, что предал либо бросил свою семью. Я вижу здесь возвращение блудного мужа и великодушную жену, которая принимает его, несмотря на то, что он оступился. Здесь, девчоночки, такое впечатление, что вы этого человека все равно любите. Вот что бы он ни сделал, как бы он ни поступил, вы все равно любите и ждете. И он это знает. И когда вы его примете, он будет самым счастливым и самым благодарным. А вы, моя милая, вот посмотрите, да, вы стоите, и вот ангел трубит. Вы не только вернете мужа в семью, но еще и получите какое-то благо. Благо от высших сил, какой-то подарок, что-то прям такое значимое в вашей жизни. Будете думать об этом и будете вспоминать мою отсыпочку, поймете, о чем я говорю. Здесь, мои хорошие, вы знаете как, не плачьте, не переживайте, вас слышат, вас видят, вам помогут. И мужчина ваш, он, в этом случае, мои хорошие, надо простить. И я вижу, что вы простите. Он правда поменяется, он правда все осознает. Была ли там какая-то магия, либо что там было, это не важно. Важно то, что вы любите друг друга, вы должны быть вместе, и вы вместе обязательно будете. Здесь соперница просто исчезнет, понимаете, исчезнет. А вместе с ней исчезнет и вообще, в принципе, не то чтобы там желание, да, вообще интерес к другим женщинам. Вот поверьте, так у вас и будет. Так, здесь у меня кто-то встает, пробуждается. У многих отыграется, что после тяжелой болезни, либо после каких-то, может быть, даже травм, здесь человек потихонечку приходит в себя. Мои милые, здесь вам нужна будет активность, либо какой-то новый интерес. Чем быстрее вы будете вовлечены в жизнь, в процесс жизненный, тем проще вам будет восстанавливаться. У вас достаточно сил и энергии, и что бы с вами не приключилось вот в ближайшем прошлом, знайте, что вы гораздо сильнее, чем эта ситуация. Вы выстоите, вы выздоровеете и будете здоровее всех здоровых. Вот я вам серьезно говорю. Так, еще очень интересный момент у кого-то отыграется, как какой-то очень дальний переезд, смена локации, но такая, чтобы, знаете, далеко, вот прям километры выпадают, сотни, даже может быть тысячи километров. Куда-то вы далеко, вот как с одной точки, да, земного шарика в другую точку вы держите путь.
Вам по судьбе повидать другие страны, вам по судьбе жить в другой культуре и говорить на другом языке. А сложно ли вам будет? Думаю, да. Сложно будет не потому, что культура другая, либо язык другой. С этим вы справитесь. Вам сложно будет от того, что вы оставляете кого-то на своей родине. Может быть, это добрые, хорошие друзья. Может быть, будете тосковать по своим родственникам. Но то, что вы переедете, и то, что вы будете жить в другой стране, это точно. Вы знаете, как у вас жизнь на до и после разделится. Какую-то часть жизни вы жили в одних условиях, а вторую часть жизни вы проживете уже, ну, скажем так, намного лучше и интереснее, вот ярче, что ли, да, вот как-то так у вас сложится. Так, мои хорошие, здесь у меня, вот смотрите, создание очага. Создание очага, и здесь отыграется, конечно, больше для девочек, которые уже были замужем, у которых дети есть, либо один, либо несколько детей. И девушки, которые сейчас сугубо заняты собой, своим развитием, а кто-то, к сожалению, да, так часто бывает, женщина вынуждена выживать ради своих детей, там, прокормить детей, поставить на ноги. То есть этой девушке не хочется ни мужчин, ни каких-то, может быть, даже интимных встреч. Вообще ничего не хочется. У нее дом и работа. Все. Вот и весь спектр ее интересов. Но, мои хорошие девочки, к вам такой мужчина идет, просто сказка. Тьфу-тьфу-тьфу. Смотрите, какой он классный, какой он сильный. Он гораздо выше, чем вы. Это может быть о физическом его, да, размере, то есть он высокий человек, физические параметры, а может быть и человек сам по себе очень многого в жизни добился. То есть у него и руки длинные, да, смотрите, какие, прям накрывает вас, да, и голова у него большая, то есть он еще и умный очень человек, постарше будет, чем вы, и человек с каким-то прям статусом, либо делом очень большим в руках. Этот человечек, он идет за вами, он и вас полюбит, и ваших деток полюбит, и всех ваших родственников. Потому что я вижу, что благодаря этому человеку у вас мост появляется, мост в новую жизнь, где не нужно будет выживать, где не нужно будет там перебиваться с копейки на копейку, там, экономить, в чем-то себе отказывать, либо сожалеть о том, что вы не можете своего ребенка порадовать, побаловать чем-то. Мало того, вот смотрите, он берет вас и ваших детей, либо вашего ребенка, но через время я вижу, что к вам еще кто-то из вашей семьи присоединяется. Может быть, это ваша мамочка, может быть, какая-то ваша родственница, там, сестра, бабушка. То есть важный человечек, да, он такой маленький, может быть, просто не молодой, да, не молодые люди тоже маленького роста показываются. Но этот человечек, он тоже идет в вашу жизнь. То есть не переживайте, не переживайте. Человек идет добрый, с добрым сердцем, с открытой душой. Конечно, ему будет нелегко вас уговорить, нелегко будет вам с ним встречаться, потому что вы всегда в бегах, в делах, вся такая занятая. Вам бы там, знаете, вам не мужчина нужен, вам хотя бы поспать лишний часок. Вот такая идет ситуация. Но этот мужчинка все поймет. Вот чем сможет, тем поможет, мои хорошие. А если вы согласитесь, то он решит все ваши проблемы. Здесь, конечно, вам, ну, этот мужчина за всех тех, кто вам сделал зло, отплатит доброй монетой, мои хорошие, наградит вас собой. Еще важный, да, вот момент хочу сказать по поводу этого мужчины. Он не только вашу жизнь поменяет, он и как-то вот, не знаю, то ли работу вам какую-то даст, то ли вы, может быть, чему-то научитесь, обучение пройдете. То есть у вас и жизнь новая, и дело какое-то у вас новое появляется. Вы не будете чисто жить за его счет. Нет, я вижу, что вы девушка активная, вы еще и свое какое-то дело откроете, и чем-то своим будете заниматься. Потому что у вас, смотрите, магнитика, в магнитике у вас монетка. То есть вы еще и сами будете зарабатывать достаточно хорошие денежки. Так, еще с левой стороны у нас здесь выходит пиявка. Пиявка. Есть в вашем окружении, вот у кого-то прям такая страшная пиявка, большая такая вот, противная, присосалась, уже все соки, да, выпила из вас. Это может быть и ваш, к сожалению, близкий человек, который каким-то своим плохим поведением, не буду уточнять каким, но вот прям тянет из вас жизненные силы.
Вам этот человек, конечно, и дорог, и важен, но, мои хорошие, я вижу, что случай все расставит по своим местам. Здесь, скорее всего, какой-то, ну, либо суд, либо какое-то, может быть, ну, как наказание, может быть, даже у этого человека, как исправление через наказание, либо через суд идет. То есть эта ситуация, она по судьбе, во-первых, этому человеку, да, и как шанс действительно раскаяться в том, что он делает. У человека после этого случая появится страх. Страх перед плохими поступками, либо страх перед, может быть, каким-то, ну, тупым прожиганием жизни. Человек за голову возьмется. Мои хорошие, это может быть муж ваш, либо там сожитель, либо, может быть, даже и кто-то из детей, кто ведет достаточно маргинальный образ жизни. Здесь вот через какую-то жесткую ситуацию идет, ну, как исцеление этого человека, да, на правильную дорожку человек станет. Мало того, мои милые, вы же будете это все видеть, будете видеть и переживать. Как обычно, попытаетесь там помогать и спасать. И я вас умоляю, воздержитесь. Дайте этому человеку все прожить самому, от начала и до конца. Так будет и лучше, и полезнее, и эффективнее для этого человека. Особенно вот мамочки, мамочки с добрыми большими сердцами, мои девочки. Я понимаю, что вы любите, но поймите, ваш ребенок должен пройти этот путь, и он должен выучиться на своих ошибках. Только так получится спасение и исцеление. Вы же уже все, что могли, сделали. Уже ручки опустились у вас. Дайте, пожалуйста, возможность, чтобы ваш ребенок сам исцелился. Так, мои милые, дальше идем. Здесь важный момент касается работы. Работы, либо бизнес. Вот кто-то думает, постоянно думает, то ли работу сменить, то ли бизнес какой-то свой открыть. Думаете вы, но не решаетесь. Нету как будто бы толчка какого-то, либо страхи какие-то у вас серьезные присутствуют. Я вам скажу такую вещь. У вас буквально вот в течение, может быть, нескольких месяцев появится как сторонник, либо соратник, человек, который будет, скажем так, вас подталкивать, да? Вас подталкивать и также участвовать в этом процессе. Может быть, партнера вы себе найдете для бизнеса, для работы. Может быть, вы найдете человека, который вас чему-то обучит, да, даст вам, скажем так, профессию в руки, либо ремесло какое-то. То есть вам в одиночку будет, конечно, страшно. И здесь желательно, чтобы вас вот как поддерживали и подталкивали. Такого человека вам судьба пошлет обязательно. Что может помешать, так это ваши страхи и неуверенность в себе. Вы такой человек, знаете как, то ли вы, но вы как побаиваетесь, да, и какая-то малейшая там неудача, либо какая-то малейшая проблемка, она сразу же вас вот как на землю опускает, да, и вы начинаете думать: ох, не мое это дело, да? Куда я лезу, зачем я это делаю? Мои хорошие, боритесь с этим своим качеством. Это ваши комплексы. Да, так бывает. А здесь нужно самому себе прежде доказать, что я хочу, я могу и у меня получится. Как только вы поверите в себя, у вас сразу все пойдет. Вот прям сразу, с того же момента все будет ладиться, все будет спориться, никаких проблем и никаких барьеров у вас не будет. А что касается новой работы, новая работа у вас будет. И эта новая работа вас приведет к какой-то высокой должности. То ли руководитель вы, то ли начальник какого-то, может быть, отдела. Может быть, вы даже будете другим людям, да, как раздавать наряды, работу, либо как указания давать. То есть очень хорошее высокое место. Особенно отыграется у девушек. И девушек молодых. И знаете, еще скажу даже, вот огненный знак идет. Огненный. То есть это у нас кто? Львы, стрельцы и овны, да? Вот у вас, мои хорошие, у вас вообще такая карьера будет стремительная. Но хочу предупредить, там мужчины могут мешаться вам. Мужчины, как, знаете, как конкуренты. Потому что мужчины, не любят они умных девочек. И тем более, да, когда девочка намного умнее, чем этот мужчина. Здесь поберегитесь, не доверяйте мужчинам. А всегда постарайтесь иметь несколько запасных вариантов и думайте наперед. Вот так я вам скажу.
Так, еще из важных моментов. Вот что по судьбе? По судьбе радуга идет. Радуга — это большое счастье, это исполнение какой-то мечты. А у кого-то радуга идет от появления ребенка. У кого-то детки пойдут, знаете, как долго-долго не было, а потом один, а следом еще один. У кого-то отыграется, что вы пойдете, например, на усыновление, а потом сами забеременеете. А кто-то вот действительно погодок, да, погодки детки так называются. Один, потом второй. Ох, и веселое время вас ждет, мои хорошие. Но вы знаете, вот кто вот так деток подряд, да, либо несколько деток у вас получится, я вижу, что вы, возможно, даже с этим жизнь свою свяжете. Может быть, что-то типа там детского сада, либо каких-то, может быть, курсов для детей откроете. Вы будете этим жить, вы будете этим работать, и вы будете вот как постоянно со своими детками находиться, да, вот такая вот прям у вас связь очень сильно идет. Так, мои милые. Еще вот по судьбе идет какой-то добрый пожилой человек. Человек, может быть, даже болеющий, а человек как будто бы совсем одинокий. Совсем. И вы этого человека пожалеете. Вы будете с этим человеком дружить, помогать, как-то вот участвовать, да, в жизни этого человека. И так сложится, что человек вам может очень большое наследство оставить. Вот посмотрите, вроде человек не живет богато, ничего особого нету, а потом будет большой-большой сюрприз. Вот у кого-то 100% отыграется как огромное наследство. Причем вы по доброте душевной, да, вы не ради там каких-то благ, но вот получите вы большую награду за свою доброту. Так, мои хорошие, важный момент, вот подхожу, услышьте правильное. Кто-то у меня станет очень популярным, очень известный, популярный человек. Вы, может быть, станете блогером, может быть, вы будете там, известным артистом, художником, не знаю, человеком, который как солнце, да, вот самая яркая звезда, солнце. Вот вас все знают, все вам рады, все вас любят, все к вам вот тянутся. Здесь очень какое-то светлое будущее идет, очень светлое. Но я хочу вас предупредить, мои хорошие, вас будут окружать очень много людей, таких, знаете, как их лизоблюды называют, да, которые будут вам очень сладко петь, при этом пытаться, ну, скажем так, ну, что-то у вас выманивать, что-то у вас забирать, да, что-то у вас выпрашивать, заливать вам комплименты, при этом стоять там с протянутой рукой. А люди идут нехорошие. Вот сколько ваша популярность будет, известность расти, столько вот плохих людей тоже, к сожалению, будут к вам стремиться, чтобы на вас нажиться, либо что-то от вас получить. Здесь, пожалуйста, будьте повнимательнее. И сразу понимайте, если человек начинает там сладко петь, это человек, от которого нужно держаться подальше. Так, песочек очень хороший, песочек очень добрый. Мне нравится, что здесь у меня одна пара, вот вторая у меня пара, и вот третья пара. Может быть, кто-то переживает, кстати, да, кто-то, может быть, переживает про то, как вот у нас сложится с мужем. Вроде как и живем, а вроде как, ну, скажем так, скучновато, да, скучновато, либо немножечко проблематично. Мои хорошие, вы никуда друг от друга не денетесь. Между вами общая дорога, между вами общий путь. Вы все-таки как умеете, как можете, любите друг друга. Вы в сердечке, да, может быть, оно не стандартной формы, но вы вместе, понимаете, вы вместе. Здесь этот мужчина, вот как бы он там себя не вел, каким бы он там противным не был, он вас, мои дорогие, никогда от себя не отпустит. Он может там говорить, что попало, там угрожать даже может, что вот. Но, девчоночки, только вам стоит нахмурить брови, сразу же он идет на попятную. Да, буйный у него характер, но вам с ним и интереснее. Вы его за это выбирали, за то, что он ни на кого не похожий. Мои хорошие, все будет хорошо. Вы проживете долгую счастливую жизнь вместе. Мне очень нравится, что здесь очень много положительных событий вышло, плохого мы, ну так, чуть-чуть совсем увидели, да, пусть так все и будет. И пусть поскорее все эти радости и благости в вашей жизни осуществлятся. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.